Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о темах этого часа. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня побывал на действующих пожарах в национальном парке Ленские столбы. Расскажем, как республиканская клиническая больница готовится к осенне-зимнему сезону. В канун профессионального праздника флористов выясним, кто задает моду на цветы. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня побывал на действующих пожарах в национальном парке Ленские столбы в Хангаласском Улусе. Глава отметил, что ситуация здесь значительно улучшилась за последние недели. Так, из 11 действовавших пожаров на сегодня остались 4. И все нелокализованные 3 из них будут ликвидированы в ближайшие дни. В целом на территории республики за последние сутки ликвидированы 34 лесных пожара на общей площади 350 тысяч гектаров. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе почти 3000 человек, из которых более 600 – это силы Федерального резерва. Глава подчеркнул, что по его просьбе министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов дал поручение руководству лесхоза направить в республику дополнительные объемы взрывчатки. Сейчас по линии Федеральной авиалесохраны сюда переброшены дополнительные объемы взрывчатки, и в ближайшие дни уже будут проводиться взрывы для создания минерализованных полос, особенности против пожаров, которые действуют в труднодоступной болотистой местности, где мы не можем применить крупную технику, вместе с тем, где имеем крупные пожары. Особенности это будут территория Намского, Кобяйского районов, где большие пожары есть как раз вот таких труднопроходимых, труднодоступных территориях. В целом же ситуация с пожарами в республике по-прежнему остается напряженной. На сегодняшний день на территории республики действует 135 природных пожаров на площади более 1 миллиона гектаров. От работ по встречному отжигу в Горном районе снова обострилась ситуация с задымленностью в столице региона. Так, на сегодняшний день проведено исследование 16 проб воздуха. По результатам проверки было выявлено превышение химических веществ. На особом контроле находятся пожары на территории Горного и Верхневилюйского районов. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Верхневилюйского, Мирнинского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Нюрбинского, Алекминского, Аймиконского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 107 очагов. Авиация МЧС России была задействована на территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Хангаласского районов. Совершено 46 сбросов и слито 246 тонн воды, а также переброшено 40 работников лесоохраны. В эти часы сотрудники Государственной инспекции маломерных судов проводят профилактический рейд на территории городского пляжа на 202-м микрорайоне. В мероприятии принимает участие наша съемочная группа. О ходе рейда подробнее расскажет мой коллега Власий Сергеев. Он сейчас выходит с нами на связь. Власий, приветствую. Расскажи, каковы промежуточные итоги мероприятия? Валерия, здравствуй. Прямо сейчас мы находимся на несанкционированном пляже на территории 203-го микрорайона. И прямо сейчас, как мы видим, за моей спиной инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам, а также инспекторы по делам несовершеннолетних проводят рейд. Но сегодня, как мы знаем, в Якутске очень теплая погода, плюс 30 градусов. И мы видим, что тут достаточное количество людей, желающих отдохнуть, покупаться. В том числе и мы видим маленькие дети. Проводятся профилактические беседы и разговоры по правилам безопасности людей на водных объектах и выявления детей. Очень важно, чтобы дети, конечно, всегда были под присмотром, потому что, как говорят специалисты, хватает очень мало времени, чтобы ребенок остался без внимания, и, конечно же, это приводит к трагическим последствиям. Я хотел бы напомнить, что у нас в городе имеется только один официальный пляж. Это пляж на территории 202-го микрорайона, который оборудован специальными стационарами, то есть там дежурят как спасатели, так и дежурные врачи. Также там имеется весь необходимый инвентарь в случае того, что если понадобится спасти людей. Также пляж на территории 202-го микрорайона оборудован специальными буйками как для взрослых отдыхающих, так и для детей. И хотелось бы отметить, конечно, то, что
причиной большинства трагических случаев на воде является именно купание на несанкционированных пляжах, а также, конечно же, оставление детей без присмотра и купание в состоянии алкогольного опьянения. Ну и хотелось бы отметить, что самыми популярными несанкционированными пляжами для отдыхающих является как раз-таки пляж на 203-м микрорайоне, также речь идет о Петуховке и Даркылаке. Ну, о том, как себя обезопасить во время отдыха на воде, нам подробнее расскажет старший государственный инспектор по маломерным судам Александр Орлов. Итак, Александр, здравствуйте. Если говорить об этом пляже, например, как часто проводите такие рейды и что, собственно, сейчас проходит? Сама государственная инспекция проводит рейды ежедневно, но непосредственно рейды с кем-то независимо от ГИМСа это является, будь то ПДН, либо административная комиссия города Якутска, также совместно, может быть, с ППС проводит рейды. Они проводят согласно плану совместных мероприятий, то есть с кем-то 2 раза в неделю, с кем-то, может быть, 3 раза в неделю, но рейды проводятся на регулярной основе, без внимания не остается ни один водный объект. Стоит учитывать, что помимо тех 3 несанкционированных мест, самое главное, которые вы назвали, еще существует очень много. Это озера определенные, которые у нас находятся на территории городского округа города Якутск, и также острова. Потому что зачастую практика показывает, что люди пытаются как можно дальше уйти от берега, как можно дальше от глаз людей, и тем самым забираются в самую-самую чащу нашей самой пресноводной реки, получается, и начинаем уже их выискивать на этих островах. И, хочется, конечно, отметить, что прежде чем если вы собрались идти на любой водоем, стоит учитывать, что безопасность, на которую вы выбираете водоем, она зависит от вас. Если вы выбираете водоем, выбирайте только официально открытый пляж, это является городской пляж. Если вы решили все-таки уехать куда-то подальше, то всю ответственность на данном водоеме вы берете на себя. Поэтому обезопасить себя — это только находиться на самом официальном открытом месте. Ну, а что касается санкций, предусмотренных законом, касательно людей, которые отдыхают на несанкционированных пляжах, какие санкции существуют и что они предусматривают? Есть статья КАП Республики Якутия 3.6. Она предусматривает как раз санкцию и административную ответственность за нахождение на несанкционированном пляже. Допустим, люди, которые сейчас здесь находятся, они как раз и попадают под эту санкцию. Административная комиссия выписывает постановление по этой, приглашает потом на комиссию, и на комиссию уже разбирает, был ли факт и является ли человек виновным. Но такие протоколы и постановления есть, и людей наказывают, да. Ну, в ходе нашего разговора мы упомянули тему островов, то, что сейчас очень много людей любят выезжать на остров, выплывать и там отдыхать. И например, привести какой-нибудь пример, человек попал в беду, и там касательно, например, банально разрядился телефон, для профилактики. Таких случаев очень много, да. Случаи бывают, начинают с самого простого, что ломается судно в период перехода на тот или определенный остров, и в итоге судоводитель не знает, чем помочь, а бывает, что и телефоны полностью разряжаются, там дети в них играют. Такие случаи бывали. И человек уже элементарно не может дозвониться до берега и сообщить, что с ним что-то случилось. А у нас, говорю, как правило, люди забирают чем дальше, тем хуже. Рядом никого нет возможности попросить о помощи. И люди бегают по острову, мимо проходящим судам машут и зовут о помощи. А это потеря самого драгоценного времени, на которое может оперативно отреагировать тот или иная спецслужба, которая может помочь людям, находящимся в беде. Ну и, собственно, вы помогаете, спасаете потом, у кого разрядился телефон, потом с коллегами подъезжаете. Выезжаем, таких случаев бывали, их немного, практически ежедневно в практике бывает, что и людей с острова снимаем, детей бывает снимаем. Бывает, что просто судно стало носом в берег, сломался двигатель, недавно был случай. Глава семейства вместе с женой, и 3 детей у них было. Не до самого вечера пытался он починить двигатель, когда уже понял, что ничего не может сделать, из последних сил уже последний, что звонит, отзвонил всех друзей, никто не может подъехать помочь, уже позвонил к нам. Мы подъехали, сняли жену с детьми, довезли их на коренного берега, он уже вызвонил друга, из друга они еще по-моему 2 дня ковырялись с этим двигателем, в итоге починили, он благополучно добрался до берега, но под нашим контролем. Ну что ж, хотелось бы, чтобы таких историй было как можно меньше, Александр. Спасибо вам и желаем вам удачи в вашей последующей службе. Ну что ж, дорогие телезрители, прежде чем попрощаться, я хотел бы еще раз отметить, что ваша безопасность во время отдыха на воде напрямую зависит от вас. Если же вы стали свидетелем какого-то несчастного случая или же видите, что человеку нужно помочь, то, конечно же, нужно незамедлительно набирать 112 в единый номер спасения. Итак, Валерия, у меня на этом, собственно, все. Передаю слово студии. Спасибо большое, Власий, за подробную информацию. А я напомню, с нами на прямой связи был наш корреспондент Власий Сергеев. К другим темам в Якутии поступила вакцина «Спутник Лайт». С завтрашнего дня вакцина будет доступна для жителей города Якутска. В районы доступят
в течение недели. Эффективность однокомпонентной вакцины составляет почти 80% с 28-го дня после получения иммунизации. Как отмечается, она преимущественно предназначена для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, а также для ранее провакцинированных. При этом вакцина разрешена к использованию только для лиц до 60 лет. Пилотный проект «Онкопоиск Саха.РФ», запущенный в республике для ранней диагностики рака в рамках нацпроекта здравоохранения, с момента запуска охватил 10 тысяч человек. С момента запуска на платформе прошли анкетирование около 10 тысяч человек. Из них обследования прошли порядка 7 тысяч. Рак установлен у 10 человек, причем у 60% заболевания выявлено на ранней стадии. Предрак установлен у более чем 120 человек, все они взяты под динамическое наблюдение онкодиспансера. На сайте любой может пройти анкетирование, затем по его результатам программный комплекс отбирает тех, кто нуждается в целенаправленном обследовании. А Якутская республиканская клиническая больница готовится к осенне-зимнему сезону. В корпусах ведутся ремонтные работы. Технический центр больницы обслуживает все системы жизнеобеспечения больницы. А это 12 корпусов, 5 из них лечебных, около 4000 квадратных метров. На сегодня в перинатальном центре бригада занимается утеплением фасада, а также проводятся сантехнические и отделочные работы. В этом месяце закончат промывку отопления. В целом готовность объектов в данное время составляет 80%. Ремонт идет по графику, должны все закончить до сентября. На ремонт Министерство здравоохранения выделило 30 миллионов рублей. Сделали ремонт системы отопления. Такие корпуса, как 5-й корпус, 3-й корпус, 6-й корпус, это у нас администрация, 2-й корпус, и это у нас лаборатория, 7-й корпус, это бельевой. Там были приняты по замене радиаторов, также по магистральной части, все по части отопления, которые мы которые делаем новые оборудование ставим. Получить паспорт готовности к отопительному сезону, получить в августе, у нас по плану идет 15-го. Пока трудностей больших нету. В столице региона Общероссийский народный фронт совместно с региональным центром стандартизации, метеорологии и испытаний провели рейд по автозаправочным станциям Якутска, где взяли пробы топлива, чтобы оценить их на качество. Всего рейдом были охвачены 4 АЗС. Пробы всех бензинов будут направлены в специальную лабораторию, где их проверят на чистоту и качество. Результаты этих проб будут известны через полмесяца. В Якутске проводят работы по чистке и ремонту водосливного коллектора номер 1. Водоканал заключил договор с екатеринбургской компанией «Лайнертек». Технология, по которой работает эта компания, позволяет проводить работы без остановки самого коллектора. По словам специалистов, этот коллектор является центральной артерией канализации Якутска, и поэтому очень важно, чтобы его работа не прерывалась. Договор с компанией заключен до 1 ноября. Но, как отметили в водоканале, работы могут быть закончены раньше, в зависимости от погодных условий. Данный коллектор был построен в 60-е годы того столетия еще, и до сих пор не проводились ремонтно-восстановительные работы. Эти работы проводятся для того, чтобы на будущее работал коллектор в исправном состоянии. Что такое исправное состояние? Чтобы не было подтопления канализационными водами нашего города, центра города, будем так говорить. Монобукеты из гипсофилы – главный флористический тренд этого сезона. Мода на цветы переменчива, говорят флористы, но не все модные новинки приживаются. Зато классика остается классикой на года. Кто задает моду на цветы и как быстро она доходит до маленьких городов? В канун профессионального праздника флористов выясняла Олеся Васева. Вчера получили свежую поставку цветов. У нас поставка разбита в неделю, мы получаем ее трижды, чтобы цветы не застаивались, чтобы все время цветок был свежий. В холодильнике ассортимент любимых линчанами цветов. Хризантемы, розы, лилии, эустомы, пионы. Флористы говорят, линчане консервативны в выборе. Новинки приживаются с трудом, хотя сама цветочная мода переменчива. Это очень такая индустрия развивающаяся, все время люди хотят чего-то нового, новой игры красок. То есть когда-то еще несколько лет назад мы не знали, что такие яркие хризантемы могут быть, сочные цвета, но сейчас это очень востребовано. Мы, конечно, следим за всеми новиночками, стараемся все время что-то новенькое заказать.
Мода на цветы, как тренды в одежде, меняется каждый сезон. Что будет модно в новом, определяют мировые флористические школы. До провинциальных российских городов все тренды доходят быстро, спасибо Инстаграму. Но классика всегда остается классикой. Розы обычно мы заказываем больше, чем всех остальных цветов, потому что это классика цветка, который пользуется спросом во все времена, все сезоны года. Розы скорее для мужчин. Покупают чаще красного насыщенного цвета. Женщины более притязательны, за модой следят. На пике гипсофила кустарник с мелкими нежными соцветиями красят в разные цвета. Собирают в небольшой круглый монобукет. Не отстают в популярности пионовидные розы и гортензии. Модный букет должен быть в лаконичной упаковке. Более 5 лет удерживает популярность цветочной композиции в коробках. Но этот тренд пришел к нам аж из 19 века. В то время были модными шляпки. Ателье упаковывали их в красивые коробки. Нести такую по улице было так же престижно, как и носить эту самую шляпку. Французские флористы идею подхватили и начали оформлять шляпные коробки цветами. Тренд следующего года – съедобные композиции. Живые цветы сочетают с фруктами и сладостями. А какие это будут цветы, модные или просто любимые, решать вам. В нашем регионе, хочу сказать, где мы живем в наши суровые зимы, принести домой букет цветов, какие бы это ни были цветы, это всегда лето, это всегда приятно. Главное, чтобы это нравилось, и человек любил эти цветы. А цветы сами по себе – это всегда модно и к месту. Алиса Васева, Анастасия Белокреницкая, телеканал «Алмазный край». К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.